Знаете, я не хочу вдаваться в детали переговоров. Я в Лозанне был дважды за последние несколько дней. Ситуация нестандартная, я бы сказал, даже беспрецедентная, когда министры иностранных дел крупнейших государств мира проводят в этой точке Европы дни, даже недели некоторые из них. И это говорит об одном, что все заинтересованы в скорейшем достижении результата по вопросу разрядки ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эти переговоры имеют очень давнюю историю, более 10 лет они ведутся. Сначала их начали наши европейские партнеры, потом подключились Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, руководство внешней политики Евросоюза. И в последний год-полтора эти переговоры обрели очень серьезную динамику, которая выразилась в ноябре прошлого года в принятии промежуточной договоренности, в соответствии с которой стороны взяли на себя обязательства, Иран с одной стороны, западные коллеги с другой стороны, в том, что касается смягчения режима односторонних санкций, которые, в общем, по большому счету, были незаконно введены против Исламской Республики Иран. И в ноябре прошлого года договорились, что мы все, шестерка посредников, Россия, Китай, США, Франция, Германия, Великобритания, плюс высокий представитель Евросоюза, вместе с иранской стороной сделаем все, чтобы окончательно закрыть эту проблему до 30 июня уже 2015 наступившего года. Вопросы, которые сейчас решаются, они близки к договоренности, буквально остались последние шаги или даже в некоторых случаях полшага. Кое-что уже согласовано, но решение было принято, когда эти переговоры начинали, что мы ведем их на основе принципа «ничего не договорено, пока все не решено». Поэтому сейчас такая решающая фаза. Мы внесли свой вклад и в концепцию организации самого этого раунда. Именно нам принадлежит авторство принципа поэтапности и взаимности, когда договоренность выстраивается на основе встречных шагов. Делает шаг Иран навстречу требованиям международного сообщества и его внешние партнеры, соответственно, также реагируют конструктивно. И то, что сейчас вырисовывается, вписывается абсолютно в концепцию, которую выдвинул Владимир Путин, и которая закреплена в его указе о реализации внешнеполитического курса Российской Федерации от 7 мая 2012 года, где говорится, что мы выступаем за урегулирование этой проблемы на основе безусловного признания права Ирана на мирную ядерную программу при условии, что эта программа будет поставлена под надежный контроль МАГАТЭ при снятии всех санкций, которые против Ирана были введены. И на данном этапе, на тех стадиях переговоров, в которых я участвовал, мы обеспечили, что именно эти российские подходы четко подтверждены. Безусловно, это общая рамка, которая предполагает решение в этих параметрах множества конкретных вопросов. Повторю, у нас есть время до 30 июня, чтобы разработать детальный, технический, профессиональный, юридический документ, где будут прописаны всевозможные вопросы, которые будут исчерпывающе решать все проблемы. На данном этапе идет речь о согласовании политической рамочной договоренности. Она, повторю, уже понятна во всех своих компонентах, но, как всегда бывает, на последнем этапе переговоров каждая сторона пытается что-то выторговать дополнительно, рассчитывая, что в условиях цейтнота ей пойдут навстречу. Мы этим не занимаемся, но некоторые участники переговоров сейчас руководствуются именно этой логикой. Надеюсь, что они придут к согласию. Те вопросы, которые принципиально продвигала Российская Федерация, уже защищены в вырисовывающейся договоренности.
И наши представители, включая моего заместителя Сергея Рябкова, который неотлучно находится в Женеве, следят за тем, чтобы эти наши интересы не пострадали. А основная сейчас проблема заключается в том, что, как вы знаете, помимо тех санкций, которые ввел в отношении Ирана Совет Безопасности ООН, есть целый набор санкционных ограничений, односторонних, нелегитимных, которые были приняты Соединенными Штатами, Евросоюзом, рядом других стран. И основной сыр-бор, и вот это вот препирательство сейчас идет между иранцами и теми, кто против них в одностороннем порядке ввел санкции. Они договариваются о том, как вот это бремя ослаблять. В отношении тех действий, которые должен будет принять Совет Безопасности по итогам вырисовывающейся договоренности, у нас есть достаточно ясности.